Еще раз приветствую всех. Каждый год диаспора собирается, чтобы отметить и вспомнить годовщину трагической даты депортации 23 февраля 1944 года. Мы собираемся как можем в разных во всех городах, где проживает наша диаспора, вспоминаем боль, которая коснулась всех чеченцев и ингушей. Каждый год мы организуем эти демонстрации, и мероприятия. Сегодня, в этом году, эта дата совпала с другой черной датой. 24 февраля 2022 года началась полномасштабная агрессия против Украины со стороны Российской Федерации. Ужасы, которые мы постоянно видели, сегодня видит весь мир в Украине. Сегодня весь мир понял, как работает эта машина террора. Все увидели, как бездоказательно, ложно обвинили всю Украину в нацизме, просто для того, чтобы иметь повод вторгнуться на эту территорию. Точно так же и Сталин и его режим ложно обвинили всех чеченцев и ингушей в сотрудничестве с нацистами, и поголовно все оба народа были высланы. И это систематически повторяется в нашей трагической истории. Ложные обвинения, манипулирование общественным мнением, а затем агрессия и геноцид. Военные преступления, расправы, похищение людей. Мы наблюдали это также и в 1992 году, когда была проведена этническая чистка в 1992 году в Ингушетии в районе. Мы видели это попытки захватить Чеченскую республику Ичкерию в 1994 году, которая обернулась поражением для Российской Федерации. Также мы это видели в 1999 году, когда началась вторая агрессия против Чеченской республики Ичкерия. Вот почему наша приверженность и наша поддержка Украине и украинцам являются идеологически искренними. На следующий день после российского вторжения наше правительство за рубежом взяло на себя полную ответственность и сделало публичное заявление. Публичное заявление о нашей поддержке Украине. Моральная, идеологическая, но и военная поддержка с нашей стороны оказывается ежедневно. Несмотря на нашу малочисленность, нас около 1,5 миллиона человек, на данный момент 5 батальонов чеченских добровольцев защищают Украину и воюют против общего врага. Два из этих батальонов сражались там еще с 2014 года. Отношения между Украиной и Чеченской республикой Ичкерия крепнут с каждым днем. 18 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала Чеченскую республику Ичкерия территорией временно оккупированной России. Регулярно украинские депутаты и политические представители выражают сочувствие и солидарность с нашей трагедией. 23 февраля 2023 года во время собрания в память о годовщине вторжения российских войск на территорию Украины депутаты Верховной Рады публично выразили солидарность с чеченским и ингушским народами и подчеркнули свою поддержку чеченскому государству. Они призвали в дополнение к этому все парламенты европейских стран, в частности Польши и стран Балтии, оказать нам моральную и политическую поддержку и признать нашу независимость и оккупацию нашей территории. Мы благодарим их всех за их мужество и поддержку нашего дела, а также за то, что они думают о нас, несмотря на то, что фактически сами находятся под обстрелами и ежедневно страдают от этой войны. Мы призываем всю молодежь, наших соотечественников, сплотиться вокруг нашего общего дела, продолжать всеми законными способами бороться за нашу свободу и независимость. Мы также призываем все народы Северного Кавказа не поддаваться пропаганде этого террористического государства, сделать все возможное, чтобы не поддержать эту агрессию и сделать все для освобождения нашего региона от этого монстра, который не меняется, как мы это видим, на протяжении всей нашей трагической истории. Мы просим европейские страны и международные институты продолжить поддерживать Украину до победы. Мы также просим их отреагировать на призыв украинских депутатов и признать Чеченскую республику Ичкерия, сохранившую всю правовую легитимность своей независимости, и оказать ей всю необходимую политическую поддержку. Чечения, как и весь Северный Кавказ, должны быть свободными и независимыми, иметь возможность и свободу стать защищенными членами международного сообщества, стать развитыми и процветающими странами. Для этого у нас есть все средства и все необходимые возможности. Ваше участие в этом форуме тому подтверждение. Слава Украине, слава Чеченской республике Ичкерия, слава всем героям Кавказа и всем жертвам этого террористического режима. Спасибо.
не верим в знаки предзнаменования, какие-то, например, плохие приметы, но нам дозволено верить в благие предзнаменования. Не осознавая этого, сегодняшний форум, дата сегодняшнего форума совпала со смертью, с годовщиной даты смерти Сталина. И мы надеемся, что это совпадение будет для нас благом. И мы рады, что именно в этот день мы сегодня собрались отмечать эти трагические даты и выражать нашу полную поддержку нашим народам, нашим государствам и искать возможности и решения для наших народов в нашей борьбе.